Гостеприимная, потрясающая Казань, великолепный Казань-Экспо и грандиозные игры будущего. Несмотря на колоссальный опыт Республики Татарстан и Казани в плане проведения международных и самых статусных мероприятий, такого у нас еще не было и в плане грандиозности в том числе. Как-никак принимаем мы около 2000 спортсменов, 20 тысяч аккредитованных лиц. Среди почетных гостей главы государств, президент России Владимир Владимирович Путин. Но игры будущего – это еще и новый формат игр, как здесь принято говорить, на стыке технологий и реального спорта. Но совершенно точно это новое международное движение, с законодателем МОД, которого выступает Россия. И начинается все это в Казани. Первый в истории международный фиджитал-турнир «Взгляд в будущее» из Казани. Можно сказать, что организаторы игр – гениальные креативщики из России. С другой стороны, мало придумать новый формат праздника спорта, науки и технологий, как и где его осуществить, чтобы было и красиво, и грандиозно, с олимпийским размахом, и в то же время с национальным колоритом. И тут снова отдаем дань уважения организаторам. Выбор Казани и попадание в десятку. Атмосфера спортивных праздников, она всегда прекрасна, сказочная. Встречаются старые добрые друзья. Мы пионеры, мы не закрываемся, мы даем возможность новым течениям реализовываться. Феноменально прилика да се упознаш со новым. Это феноменально. Это возможность здесь, в Казани, уже сейчас увидеть что-то новое, наше будущее, которое не за горами. Поэтому мы должны следовать трендам. Я здесь нахожусь по приглашению Российской Федерации и уже посетил здесь в Казани ряд спортивных объектов. Могу заверить, по качеству и доступности для населения им нет равных даже в мире. Я получил огромное удовольствие от их посещения. И скажу еще, что формат игр будущего очень удачный и перспективный. Ну и отдельные слова восхищения и благодарности нашей красавице Казани. Я от Казани в шоке. Каждый год приезжаю в Казанский Уникс, приезжаю на игры. И здесь просто фантастические условия для проведения всей спортивной структуры. Я первый раз в Казани и очень впечатленный самим городом, его красотой и этим событием. Мы уже побывали в вашем Кремле, очень круто. И везде нас встречают гостеприимные и дружелюбные люди. Казань — это супергород. Мне все нравится. Все люди стараются сделать это событие максимально впечатляющим. И да, Казань очень красивый город. Казань крутой город, современный, спортивный. Поэтому сюда всегда приятно приезжать, очень доброжелательные люди. Но организация на высшем уровне. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу игр будущего. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков. И при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет. Спортивная сфера – один из примеров. В добрый час провозгласил Владимир Путин. Я не знаю, была ли это домашняя заготовка от организаторов или, что видится более правдоподобным, гениальная импровизация от российского президента. Но его идея сразу после своего выступления передать слово коллегам-президентам из других стран, выступавшим на родных языках, вызвала настоящий восторг на трибунах. Наперед у будущему, сябры. Игры будущего – уникальный по нынешним временам турнир не только из-за своего формата, но и потому, что, как отметил Владимир Путин, он полностью свободен от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Символично, что в Казань приехали участники из более чем 100 стран мира, поэтому, как и на Олимпийских играх, парад участников, даже если его представляют только девушки в национальных костюмах, зрелище хоть и завораживающее, но слегка утомительное. Зато во всем остальном церемония открытия смотрелась на одном дыхании. Увлекательное и одновременно полезное путешествие в Казань будущего вместе с главными героями представления. С демонстрацией всех высокотехнологичных достижений в самых разных областях, от транспорта до космоса, от медицины до образования, с групповым танцем робо-собак. Боже, синхронный танец. Это вообще уникальная история. И разговорами с виртуальными Конфуциями, Софьей Ковалевской и Николой Теслой. Мы видим многое, но не замечаем главного.
чем задумка, как я ее понял. Для успеха в многополярном свободном мире человеку нужна гармония физического совершенства и высокого интеллекта. Поэтому закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. При этом наша страна остается одной из ведущих мировых спортивных держав. И что принципиально важно, в спорте для нас нет государств и спортсменов из недружественных стран. По определению, поэтому и на церемонии открытия, и на площадках соревнований царит атмосфера дружелюбия и открытости. Участие в церемонии открытия игр будущего, пожалуй, самая приятная часть визита Владимира Путина в Казань. Помимо этого была и другая, более чем насыщенная программа пребывания. И начиналась она с визита на Казанский авиазавод. Казанский авиационный завод и стратегический, и уникальный. Здесь производят и гражданские и среднемагистральные самолеты Ту-214, и знаменитые ракетоносцы Ту-160, основу воздушной ядерной триады России. Владимир Путин осмотрел 4 модернизированных «Белых лебедя», так иногда называют эти красавцы-самолеты. Модернизированный Ту-160М прямо сейчас проходит приемку Министерства обороны. Ну и по характеристикам мы, собственно, выходим на большую дальность, большую боевую нагрузку. До 50 лет увеличиваем срок службы. В дальней авиации принято давать ракетоносцам имена выдающихся людей или былинных героев, как было с одной из машин, получившей имя Илья Муромец. Владимир Путин замечает, что один из самолетов без названия, и идея появилась сама собой. Назовем его Мертимир Шамиль. Есть этот новый. Ныне государственный советник, а многие годы руководитель Татарстана Ментимер Шаймиев, несмотря на преклонный возраст, до сих пор бодр и активен. Важное обсуждение настоящего и будущего республики сегодня невозможно представить без его мудрых советов и пожеланий. Вот и во время совещания в Казанском Кремле Владимира Путина с Рустамом Миннихановым президент страны лично попросил Ментимера Шариповича присоединиться к разговору. После теплых объятий и короткого приветствия перешли к более официальной части встречи. Владимир Путин дал старт строительству Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Сибура. Центр в Казани призван стать главным институтом и объединить работу имеющихся 9 научных центров нефтехимической компании, которые занимаются самыми разными разработками и исследованиями. Прошу вас дать разрешение на погружение первой сваи, тестовой сваи, в основу того центра, который докладывал вам. Конечно. Спасибо. В 2025 году мы запускаем, группа Сибур запускает крупный комплекс Этилен-600. Это столько же этилена, сколько мы производим в Нижнекамске. И его производные. Очень неплохо работает завод по минеральным удобрениям. Более 1 миллиона тонн минеральных удобрений. Извини, пожалуйста, Рустам. Смотри, у вас обрабатывающий сектор вырастет. Наш центр долгожданный, один из самых крупных в России. Перинатальный центр при 7-й городской больнице Казани не только долгожданный и крайне востребован, а еще один из самых больших в стране. Он рассчитан на 8 тысяч родов ежегодно. Суперсовременный, оснащенный самым передовым отечественным и зарубежным оборудованием, в том числе здесь есть и так называемые умные палаты. Центр, где смогут получать уход и лечение новорожденные даже с серьезными патологиями здоровья. У нас исторически низкий уровень детской смертности. Исторически низкий. А в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово, это хороший результат. Что вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности, вам успехов. Это не единственный, я так понимаю, перинатальный центр. Это вот последний, который последний. Вот я вас поздравляю с этим событием и желаю вам всего самого доброго. Поздравления принимал в этот день и Владимир Вавилов, уже второй хоспис в Казани, построенный под его кураторством на средства республики и частные пожертвования. Первый хоспис построил частный, сейчас второй. Значит, это 800 с лишним миллионов, 8 тысяч квадратных метров. Условия для родителей, чьи дети будут там. Но и самое главное, в современных условиях там будут оказывать помощь тем, кто вернулся из СВО. Президент поблагодарил Владимира Вавилова за его неравнодушие и подчеркнул, что такое желание помочь людям может идти только от сердца. Вам доверяет, и это о многом говорит, отметил Владимир Путин.
Уважаемый господин президент. В плотных графиках президента России Владимира Путина и раиса Татарстана Рустама Минниханова нашлось место для продуктивных встреч с лидерами стран, посетивших Казань на этой неделе. С президентами Беларуси и Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сербской республики Милорадом Додиком. Но и на этом миссия Владимира Путина в Казани не закончилась. Президент России вернулся на взлетную полосу Казанского авиазавода и совершил полет на стратегическом ракетоносце, который занял примерно полчаса. Как позже сказал Владимир Путин, техника отличная и готова к приему вооруженной силы страны. А еще позже Владимир Владимирович пересел за руль КАМАЗа вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он прибыл в многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Главе государства рассказали о быстром развитии дороги и всей дорожной инфраструктуры рядом с ней, одном из самых масштабных проектов страны. Всю жизнь мечтал когда ездил в 90-е годы на КАМАЗе по всей стране, сесть на хорошей дороге, на хорошей машине. О том, что с президентом даже не мечтал. И вот пошло. Представляете? Тимур Бекмурзин и Булат Абдульманов. 7 дней. Это то, что запоминается на всю жизнь. Спасибо, Владимир Ильич.